Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, я представитель движения «За независимость Саха», и вы на канале движения. Сегодня я бы хотела поговорить о том, что происходит на парламентской сессии в Илтумен у нас в Республике Саха. События на самом деле очень и очень интересные. Давайте начнем. 10 июня на парламентской сессии, это был первый день, и это было после выступления, после отчета главы Айсена Николаева, депутат от партии «Новые люди» Александр Иванов высказался с очень сильной критикой Айсена Николаева. И он призвал его к отставке, грубо говоря, да? Ну, прямо говоря. Не грубо, а прямо говоря. На самом деле, это нужно понимать четко. Это было фундаментальное политическое заявление, которое обязательно будет иметь последствия. Сразу же государственные СМИ, государственные паблики начали разгонять месседж о том, что Иванов ярый националист, разыгрывает национальную карту. Блогеры побежали записывать видео о том, что у нас все не так плохо, как представляет Иванов. И вообще мы, в общем, в составе Российской Федерации все очень даже хорошо живем. Но давайте по пунктам разберем, в чем был прав или не прав вообще заявление Иванова, да? В чем он был прав и в чем он не прав. Давайте разберемся. Первое. Александр Иванов заявил об эксплуатации. Конкретно этого слова не прозвучало, однако мы это можем понять из его заявления. На самом деле наша Республика Саха – это один из ключевых ресурсных регионов Российской Федерации. У нас добываются, мы все знаем, алмазы, золото, уголь, нефть, газ. Или идет на экспорт вся добыча, или уходит в регионы, в другие регионы Российской Федерации. И потом, например, возвращается в виде бензина и продается у нас населению за баснословные цены. В Республике Саха цена на бензин самая высокая практически по всей Российской Федерации. Мы это с вами прекрасно знаем. Почему это является эксплуатацией? Во-первых, республика не получает достаточной доли прибыли от всего того, что у нас добывается и вывозится. Социальная инфраструктура у нас остается в таком деградированном состоянии. Села у нас находятся без воды, дорог у нас нет, медицины качественной, нормальной нет. В некоторых улусах, особенно в арктической зоне, нехватка медицинского персонала выше 50%. И закрываются школы. Население живет в крайней бедности, и именно поэтому население мигрирует. И это несмотря на то, что все время заявляют о том, что мы обладаем мы живем на богатых территориях. Это несмотря на то, что Айсен Николаев любит поесть по форумам и рассказать всем, насколько мы богатые, продвинутые, впереди планеты, значит, всей. Вот. На самом деле в этой части Иванов на 100% прав. Следующее. Колонизация. Это слово конкретно прозвучало. Например, вот в его цитировании, когда он сказал о том, что самый главный враг своего народа – это воспитанный колонизатором. Человек, который воспитан колонизаторами. Вообще термин колонизация в современной России, он табуирован, да? Нельзя это произносить. Потому что он напрямую отсылает к нелегитимности этой власти. Легитимна ли власть в России? Легитимный ли у нас президент? Я думаю, что все мы с вами на 100% ответим нет. Все люди, думающие люди, они ответят нет. В применении к Республике Саха термин колонизация означает насильственное встраивание республики в единую вертикаль власти. У нас нет, допустим, у нас из Конституции вычеркнули слово суверенитет, и у нас забрали должность президента. У нас нет президента. Нам оставили, спасибо большое, оставили нам Илдархана, да, название нашего главы, но слова президента у нас нет. То есть мы не являемся субъектом права. Мы сейчас являемся объектом права. Далее, колонизация означает подавление любых форм региональной автономии.
и в бюджетной сфере, в языковой сфере, в культурной, в образовательной сфере, в общем, везде. Нас лишили автономии. Ну, вот это то, о чем я сказала, что мы потеряли свою субъектность. Мы стали объектом права. Неужели Александр Игнатьевич в этом отношении не прав? В этом пункте я согласна с ним на все 100%. Я думаю, что те люди, которые смотрят меня, думающие люди, с Александром Игнатьевичем тоже согласятся. Мы являемся колонией Москвы. Следующий пункт, о котором заявил Иванов, это русификация. Тотальная русификация происходит уже длительное время, начиная с 2017 года, с подписания Путиным этого несчастного закона об образовании, когда они сделали основным языком обучения русский язык и родные языки понизили до статуса факультативных. И он правильно отмечает, что сокращается количество школ с обучением на родном языке на якутском. Он правильно отмечает, что в общеобразовательных школах, где есть два языка, изучается русский и якутский язык, количество часов преподаваемых, выделяемых якутскому языку, тоже сократилось. Сокращается количество книг, выпускаемых на якутском языке. Не так давно в Москве прошел фестиваль национальной литературы. Что происходило на этом фестивале? Людей, которые имели при себе книги на своих национальных языках, не пускали на этот фестиваль под предлогом того, что силовики заявляли о том, что они не знают, что написано, они не понимают, что написано в этих книгах, и вполне возможно, там будут какие-то экстремистские или в общем, какие-то такие опасные материалы. Но это на самом деле бред, и это на самом деле давление на тоже тоже давление на наш язык. Следующий пункт. Геноцид народа Саха. Конкретно слово геноцид не прозвучало, зато прозвучало слово культ смерти. Он там сказал, что культ смерти начался с 2020 года, со времен ковида. И потом продолжил тем, что сейчас происходит мобилизация, отправка мужчин Саха на войну. Александр Игнатьевич второй после Сулустана Мыран открыто, из публичных людей, открыто заявил о своем несогласии с тем, что мужчины Саха принимают участие в войне, отправляются насильно, добровольно. Но добровольно тоже очень сложно сказать, что они едут добровольно, потому что идет агрессивная пропаганда, агрессивная реклама войны. Выплачиваются большие деньги, да, за участие в войне. Нашему нищему населению, конечно же, это очень заходит. И он второй после Сулустана Мыран, второе публичное лицо, которое об этом сказал. Я ему просто аплодирую стоя. Он большой молодец. Несмотря на то, что это, конечно, произошло так поздно, и тем не менее, Александр Игнатьевич большой молодец. Если бы все политики, которые не согласны, я думаю, в политических элитах, в бизнес-элитах, вообще в якутских элитах, людей, которые не согласны с отправкой Саха на войну, много. Настоящие националисты, настоящие люди, которые заботятся о своем народе, которые думают о его будущем, о нашей нации, они, конечно же, не согласны. Несмотря на все то, что они там заявляют, что вот политика президента правильная и тому подобное, да, я думаю, что внутри, в душе своей, они с ним совершенно согласны. Неужели Иванов по этому пункту был неправ? Прав абсолютно на все 100%. Ну и подытоживая, хочу сказать, что по всем, и уничтожение села – это тоже одна из форм давления на наши республиканские, на нашу республику со стороны российских властей. То есть, подытоживая, хочу сказать, что Иванов по всем предъявленным пунктам обвинения Айсена Николаева был прав. По всем, абсолютно по всем пунктам. Разграбление идет, этноцид идет, экоцид совершается, геноцид совершается.
Таким образом, заявление Александра Иванова – это такая своего рода политическая бомба. Почему? Во-первых, Иванов назвал нашу республику Саха жертвой внешней власти. Во-вторых, он поставил Кремль в позицию исторического и современного агрессора. В-третьих, он дал фактическую легитимацию национальному курсу на сопротивление. И все это он сказал в очень сложных условиях, в условиях войны в Украине, где риторика деимпериализации очень сильная. Да? Он сказал это в условиях санкционного давления, и он сказал это в условиях растущего антимосковского раздражения в национальных республиках и в регионах Российской Федерации. Подобное выступление может вообще стать прецедентом, может стать началом для перемен. И тот факт, что провластные медиа начали шеймить заявление Иванова, означает одно – они боятся последствий, которые обязательно последуют от федеральной власти. Не Иванов боится, на самом деле Иванов, конечно, боится. Мы смотрели, мы видели, как ему нелегко далось прочитать это заявление свое. И тем не менее Иванов в 100 раз смелее, чем Айсен Николаев. И еще раз повторю, что тот факт, что они начали его шеймить, говорит об одном. Айсен Николаев очень боится реакции федеральной власти. Давайте теперь подумаем, кто стоит за таким заявлением Иванова. Я считаю, что Иванов в одиночку, не имея за собой прикрытия, не имея за собой поддержки, такого заявления бы не сделал. Почему? Потому что он ни разу за 3 с лишним года не высказался о том, что он думает по поводу так называемой специальной военной операции, по поводу геноцида нашего народа. Ни разу. Сейчас он это сделал. И сделал это он в контексте других своих претензий к Айсену Николаеву. Дальше. Почему я думаю, что это не личное мнение, недовольство заявлений Николаева? Почему я думаю, что все-таки это коллективное письмо, коллективная заявка, да, заявление? Там, если вы внимательно смотрели, в конце месседжа этого отрывка Иванов произносит такие слова. Никто не уйдет от ответственности. Рано или поздно это все закончится, и никто не уйдет от ответственности. Это прямая угроза Николаеву за то, что он творит с республикой, за то, что он творит с нацией. И это была угроза. Иванов бы не стал сам угрожать Николаеву. Угроза прозвучала, скорее всего, от тех людей, которые стоят за Ивановым. Кто может за ним стоять? Я думаю, что это вот такая сильная тройка оппозиционная. Ну, сам Иванов, депутат Паскачин и предприниматель Афанасий Максимов. Сейчас стоит напомнить, что в тот же день, когда Иванов выступал, рано утром силовики пришли в дом к Паскачину, начали проводить у него обыск. Ну, видимо, там по какому-то уголовному делу, связанное с его работой в Вилюйском Улусе. И таким образом он не пришел в тот день на сессию. Но власть просто не ожидала, что будет выступать Иванов с таким сильным заявлением политическим. Они думали, что они ждали выступления одного Паскачина. Но, видимо, у них в планах, у Паскачина, Иванова и Максимова, был такое совместное заявление. Оно бы прозвучало вдвойне сильнее, если бы их было двое. Вот. Но я просто думаю, что власть не ожидала от Иванова ничего такого. Абсолютно. Потому что если бы они знали, что будет такое заявление, они бы тоже к нему пришли и тоже под разным выдуманным предлогом не пустили бы его на парламентскую сессию. Таким образом запугав. Да? Паскачин же ничего не сказал 11 числа, вчера, на второй день сессии. Он не сделал никаких громких заявлений. То есть он понял, чем это все пахнет, чем это все может для него обернуться. И, скорее всего, они посчитали выступление Иванова достаточным. Еще раз, да, кто за ним стоит? Скорее всего, очень сильное бизнес-лобби. Все мы знаем, что очень много предпринимателей
у нас известных, выходцы из Нюрнбергского улуса. Все мы знаем, что очень много выходцев-предпринимателей из Вилюйского улуса. Ну и вообще, это такие достаточно националистические улусы, Нюрнбергский и Вилюйский, изначально, да, еще помним, с 90-х годов, вместе с Чурапчинским, вместе с Сунтарским. И очень много из этих улусов выходцев и культурных деятелей, и бизнес, да, людей, которые занимаются бизнесом, выходцы из этих улусов. И все-таки, скорее всего, за заявлением Иванова-Поскочина, назовем его так, стоит бизнес-лобби, скорее всего. Строители, может быть, вполне, да, потому что и Поскочин, и Иванов в свое время занимались строительным бизнесом. Поэтому, на мой взгляд, за ними стоит такое сильное бизнес-лобби в сфере строительства, да, люди из сферы строительства. За ними может стоять очень сильное культурное лобби. Очень сильное культурное лобби может стоять за ними, может их поддерживать. Не буду на эту тему рассуждать сейчас, потому что я не особо вот в этой культурной кухне разбираюсь. Вот, но вполне вероятно. И люди, которые представляют политическую элиту, за ними могут стоять. Вы посмотрите, как встретили Поскочина 11 числа, когда он утром пришел на сессию. Его встречали аплодисментами. Его встречали как настоящего героя. Оппозиционер современной сейчас нынешней власти в республике Саха. Неужели эти люди не поддерживают всего того, что сказал Иванов? Конечно же, поддерживают. Я думаю, 90% наших депутатов, несмотря на то, что они вообще люди бесхребетные, никак не могут противостоять Айсену Николаеву, я думаю, что они все-таки внутри себя, в душе, они их поддерживают. И посмотрите, да, и микрофон Иванову не отключили. Это тоже говорит об очень многом. Ему отключили только на следующий день, когда он сказал про 1937 год. Когда вот Иванова... Нет, в тот же день, когда он сказал о том, что Поскочина задержали. У нас наступил 1937 год, он сказал. И тогда ему отключили микрофон. А во время его выступления микрофон ему никто не отключал. Это говорит очень о многом. С чем вообще связано такое политическое выступление нашей республиканской оппозиции? Я думаю, личное мое мнение, это связано с тем, что эти люди, как настоящие политические животные, имеют очень чуткий нюх на перемены, да, скажем так. Они имеют очень большое чутье. А может быть, у них есть инсайты какие-то, да, из Кремля о том, что скоро произойдет что-то, что повлечет за собой большие перемены. И таким образом они хотят перехватить инициативу. Может быть и так. Но я больше всего думаю о том, что они понимают, что скоро произойдут перемены. Я об этом очень много в последнее время слышу от разных людей. Что-то происходит. Скоро что-то произойдет очень серьезное. Это связано и с тем, что происходит на фронте, и с тем, что происходит, скорее всего, в глобальной политике, и с тем, что происходит внутри кремлевских стен. Я думаю, что в любом случае нам скоро нужно будет ждать каких-то очень глобальных событий, которые повлияют и на жизнь в нашей республике Саха. Именно поэтому эти люди, на мой взгляд, делают такие заявления сейчас для того, чтобы перехватить инициативу. На самом деле, я считаю, что у них может это получиться, потому что Александр Иванов очень популярная фигура у нас в республике среди населения. Он показал себя достойным главой Нюрбы, человеком, который на самом деле неравнодушный, человеком, который не запятнал свою репутацию никаким коррупционным скандалом, никакими увлечением, даже намеков не было на то, что Александр Игнатьевич
может взять взятку, или там ему дают взятки, или он берет взятки, или он замешан в каких-то скандалах и схемах коррупционных. Человек с очень чистой, незапятнанной репутацией. Он имеет большой вес в Республике Саха. Также большой вес, ну, несмотря на репутацию, конечно, имеет Владимир Паскачин. Да? И большой вес, в принципе, можно сказать так, ну, большой и небольшой, однако у него есть тоже своя армия сторонников, это Афанасий Максимов. И если они в какой-то момент перехватят инициативу, в тот момент, допустим, гипотетически, да, что власть в Российской Федерации уйдет, и если произойдет что-то напоминающее смену режима, то эти люди вполне могут перехватить инициативу, и они сейчас таким образом делают к этому попытки. Первые попытки. Посмотрим, как власть на это отреагирует, как Кремль на это отреагирует. Мы знаем, что Кремль не оставляет без внимания ни одну попытку вот подобного антикремлевского, значит, выступления. Посмотрим, посмотрите, вспомним, что было в Башкортостане, вспомним, что было в Татарстане. Поэтому я очень надеюсь, что и партия «Новые люди», и ближайшее окружение Александра Иванова защитят его от нападок Кремля. Что может быть? Какие нападки, значит, власти, ну, самого Айсена Николаева могут быть на Иванова? Юридическая атака вполне возможна. Они могут завести на него уголовное дело по любому поводу. Это может быть от призывов к сепаратизму, ну, то есть к нарушению, это называется, да, территориальной целостности страны, до фейков об армии. Они могут на ровном месте возбудить уголовное дело против Александра Игнатьевича. Абсолютно им ничего, этим упырям ничего не стоит сделать это. Они могут оказывать на него административное давление, да, то есть могут начать в Нюрбе, в Нюрбинском улусе проверки на коррупцию, да, скажем так. Для того, чтобы дискредитировать, для того, чтобы изолировать такую сильную политическую фигуру, которая смеет делать такие сильные антикремлевские заявления. Высока, да, очень высока вероятность такого давления. Они могут его политически изолировать. Они его могут вообще вынести ему вотум недоверия, исключить его из разных депутатских групп, из комиссий, из комитетов, да, и инициировать лишение мандата. Абсолютно. Им ничего не стоит это сделать по любому формальному поводу. Например, если он будет не участвовать в заседаниях, если он будет нарушать регламент. Тем более мы знаем, что у него уже были некие слушания по нарушению тоже регламента. Да? Утрату доверия придумают и могут лишить его мандата. Следующее, что они могут сделать, это как-нибудь дискредитировать его в социальных медиа. Так же, как когда-то против меня, против нас выходили в телеграм-каналах, в этих помоечных телеграм-каналах всякие расследования. По поводу Александра Игнатьевича тоже могут инициировать подобные грязные расследования. Неважно, будет там правда, ну, конечно, правды там никакой не будет. Скорее всего, будет там одна неправда. Но, может быть, что-то из личной жизни вытащит и потрясут этим грязным бельем перед удивленными зрителями, да, перед удивленными читателями. Запустить серию утечек, случайно какие-нибудь опубликованные фотографии, с них не убудет, они это совершенно спокойно могут сделать. Дальше, каким образом они еще могут надавить? Совершенно спокойно они могут устроить репрессии, надавить на него через его ближайшее окружение, через родственников. Очень часто российские власти, силовики это практикуют. И могут устроить ему прямую цензуру. То есть давить на него через социальные сети и через средства массовой информации. Они могут блокировать все новостные каналы, якутские сайты, которые будут публиковать любые новости, связанные с Александром Ивановым или даже с партией «Новые люди». Еще один инструмент давления и борьбы с инакомыслящими
называется кооптация. Это когда власть, которую он критикует, человек этот, да, перекупает его. Перекупает его не конкретно деньгами. Это может быть хорошая должность, высокооплачиваемая. Это может быть какой-то грант на развитие. Например, в том же Нюрбинском улусе, да, о котором болеет, ну так вот перефразируя, Александр Игнатьевич. Ну, это может быть все что угодно. Таким образом. Просто я думаю, что он настолько принципиальный человек, что он на это, конечно же, не согласится. Я очень на это надеюсь. Ну и самый жесткий сценарий – это, конечно же, задержание. Контроль, жесткий контроль через ФСБ или через МВД. Но он произойдет только в том случае, если власть почувствует, что население в массе своей начинает поддерживать Александра Иванова. Тогда власть может применить такой очень жесткий сценарий давления. В любом случае, то, что сейчас происходит в парламенте, очень интересно, и мы будем следить за событиями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. До встречи в очередном выпуске новостей.